Ребят, посмотрите, что мы здесь видим? Лампа, бумага и Так, кто их создал? таблицу создали. Так, еще. Бумагу создал. Хорошо. Бумагу? Очень хорошо, молодцы, ребята. Сегодня у нас тема «Открытие, изменившее мир». Вот сколько нам открытых, чудных, готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг и случай Бог изобретатель. На сегодняшнем уроке мы с вами научимся создавать тексты стиля, а именно публицистический и официально-деловой, определять основную мысль текста, выявляя авторскую позицию. Опрос домашнего задания, ребята. На том уроке что мы проходили? Так, Маргот. Мы проходили библиотечную историю Жюль Верна, дети капитана Гранта. Хорошо, садитесь. О чем этот роман? Нургильда? Этот роман был написан 1867 и 1868 года. Герой романа совершает экспедицию на парусном судне «Тулкан», преследуя благодарную цель спасти из затерянного океана капитана Гранта, отца прелестной Мэри и юного Роберта. Очень хорошо, спасибо. Что вам понравилось в «Детях капитана Гранта», ребята? Да, Лиза? Произведение показалось мне удивительным и увлекательным. В нем все веру и невероятное включение отложек людей и детальное описание природы. Самое главное, очень интересная история, которая под конец развернулся такой захватывающий сюжет. Очень хорошо. Молодцы, ребята. Так, перед вами лежат оценочные листы. В них есть имена участников вашей группы, да? Так, внимательно смотрим. Первое задание. Я хочу прочитать вам текст. Потом даю задание, хорошо? Самое простое и нужное изобретение. В столице индийского штата Ориса находится храм Солнца. Он имеет форму каменной колесницы, являющейся культовой символикой бога Солнца. Ее колеса – настоящие шедевры искусства каменотесов того времени. Каждая из них покрыта особым орнаментом. Изобретение колеса – открытие, важность которого трудно переоценить. Индийское изобретение колесницы со спицами в колесах было очень быстро освоено народами Малой Азии, Египта, а затем и Европы. Произвело революцию в средствах транспорта. Теперь вопрос. В столице какого индийского штата находится храм Солнца? Так, еще. Ару? Алиса, можете написать? Второй вопрос. Какую форму имеет этот храм? Да, Ранбек? Каменная колесница. Очень хорошо. Пишите. Что изобрели в Индии? Даже Расхан? Колесница со спицами. Со спицами. Хорошо. Напишите. Какими народами было освоено индийское изобретение? Да, Яросов? Малой Азии, Египта и Европы. Очень хорошо. Напишите. Теперь толстые вопросы, ребята. Как вы понимаете выражение «культовая символика бога Солнца»? Да, Мадина? Это символ, который создал бога Солнца. Да. Очень хорошо. Напишите. Почему колеса, колесницы считаются шедеврами искусства? Да, Саят? Потому что они определили другие изобретения по их изготовления. Очень хорошо. Напишите. Почему важность изобретения колеса трудно переоценить? Айлон? Потому что колесница с специями в колесах была очень быстро освоена. Очень хорошо. Предположите, что колесо не было изобретено. Что было бы вместо него? Алмат? Думаю, вместо колеса был бы квадрат. Квадрат. Хорошо. Квадратное колесо. Квадратное колесо. Хорошо. Лидеры групп, не забываем про оценки. Хорошо? Бальная система.
означало, что буквы, цифры и знаки препинания отливались из металла, их можно было неоднократно использовать. И хотя подобная система была известна китайцам еще примерно в 1400 году до нашей эры, она не прижилась там из-за наличия нескольких сотен письменных знаков. И метод был забыт. Примерно в 1450 году Йоганн Гутенберг стал печатать в Германии тексты новым способом. Сначала это было календари и словари. Очень хорошо. Перед вами лежат листы белые. Делаем работу в группах. Первая группа, у вас первый вопрос, второй, третий, четвертый вопрос. Вторая группа, у вас пятый вопрос, первый вопрос, второй вопрос, третий вопрос. И четвертый вопрос. У вас пятый вопрос. Отвечаем. Это листочки. Дается 1 минута, ребята. Есть ли готовая группа, ребята? Первая группа. Вы готовы? Да. Вторая? Вы готовы, да? А Алижан, прочитайте. Вопрос, потом ответ. Выпишите из текста местоимения определите их разные. Их местоимения аналичные. Очень хорошо, молодец. Первая группа вы закончили? Прочитайте. Да. Первое. Определите тему текста. Тема текста изобретение типографии. Очень хорошо. Второй вопрос. Да, Марча? Найдите слово значение в девизе кусок следовательного изображения учетного знака для типа графического набора и текста. Третий вопрос. Кем? Синоним слова изобразить, думать, создать, сочинить. Синоним слова использовать, пользоваться, применять, рассказать. Очень хорошо. И четвертый вопрос. Четвертый. Она в 1400 году, а в 1450 году порядку первой книги печатания началось в Европе. Второй металл, третий неоднократно, единожды, однократно точно, и четвертый отливались форма глагола отливаться. Очень хорошо. Вторая группа. Вы готовы? Можете прочитать, ребята. Запишите числительные словами определителей фразы 1400 и 1450. Хорошо. Следующий вопрос. Берите антонимы по наличиям неоднократно примерно. Неоднократно единожно, однократно примерно точно. Очень хорошо. Следующий вопрос. Найдите слово в значении сплав, обладающий ковкостью, хорошей теплопроводностью и электропроводностью. Это металл. Очень хорошо. Сформулируйте основную мысль текста. История книга печатки. Очень хорошо, ребята. Молодцы. Да, Терesa? Укажите способ образования глагола «отливаться». Разбор по составу слова «отливались» в форму глагола «отливаться». Очень хорошо. Молодцы, ребята. Теперь у нас рубрика «Мое мнение». Если бы не было телевидения, если бы не было интернета, что бы мы делали без телефона? Что если бы не было канализации? Что если бы не было бы машин? Что если бы не было бы электричества? Первая группа берет первые две, вторая группа третий, четвертый, третья группа пятый, шестой. На все про все дается 1 минута.
Первая группа, вы готовы? Почти. Вторая группа? Нет. Третья группа. Вы готовы? Так, Сэм, прочитайте. Что мы делали без телефона? Люди пользовались письмами и побольше встречались друг с другом. Абай. Что если бы не было канализации, то на улицах был бы неприятный запах, от которого мы бы не смогли жить. Очень хорошо. Ерхан. Если бы не было телевидения, мы бы не тратили время впустую и делали бы работу. Второе. Если бы не было интернета, не было бы высокой технологии и развития цивилизации. Очень хорошо. Третья группа, вы готовы? Да. Алихан, прочитайте. Если бы не было машин, нам бы было трудно и пользовались бы другим транспортом. Очень хорошо. Маргон? Что было бы, если не было электричества? Мы бы использовали свечи. Свечи. Очень хорошо. Молодцы, ребята. Похлопайте себе за успех. Перед вами лежат маленькие листики. Свободное письмо, ребята. В течение нескольких минут учащиеся выражают собственные мысли по уроку и делятся своими мыслями. Начнем читать. Понравился ли вам наш урок? Что можно было бы добавить? А что можно было бы убрать? От себя. Свое мнение, ребят. Да, Ерхан, прочитайте. Мне очень понравился урок и хотелось бы еще таких интересных уроков. Спасибо. С этой группы. Третья группа. Я узнал, кто изобрел лампочку. Урок был интересен, потому что было много вопросов и заданий. Очень хорошо. Третья группа, Жасхан. Сегодняшний урок я взял много интересной информации. Урок был интересный. Очень хорошо. Спасибо, ребята. Домашнее задание у нас упражнение 6. Прочитать текст, то есть как изобретен самолет, и найти ключевые слова из этого текста. И ус. А теперь лидеры каждой команды, озвучьте, пожалуйста, ваши баллы за сегодняшний урок. Первая группа. Нуршан 10 баллов, Нурштанов Мадина 9 баллов, Ирхан 10 баллов, Егор 9 баллов, Кинин 10 баллов, Орудие 9 баллов. Очень хорошо. Вторая группа. Ярослав получил 10 баллов, Абай 10, Саят 10 баллов, Мадина и Айлон получили по 9 баллов, и я, соответственно, получил 10 баллов. Очень хорошо. Третья группа, Райнбек. Алихан 9 баллов, Лежан 9 баллов, Алмат 10 баллов, Зарасхан 9, Райнбек 9, Марлан 9, Накюдер 10 баллов. Очень хорошо, молодцы. Всем спасибо за интересный урок. До встречи. До свидания.